В России вступил в силу закон о блокировке ресурсов с порочащей информацией. Документ опубликован на портале правовой информации 23 апреля. Он предусматривает, что ресурс с противоправной информацией может быть заблокирован, если в положенный судом срок не удалит порочащие сведения самостоятельно. Судебный пристав-исполнитель в таком случае должен вынести постановление о взыскании исполнительского сбора с распространителя и постановление об ограничении доступа к ресурсу в интернете. Оно, согласно новому порядку, будет направляться в Роскомнадзор в течение одного рабочего дня после вынесения. Отметим, о важности управления процессами в интернете Владимир Путин впервые заявил год назад на медиафоруме Общероссийского народного фронта. По его словам, важно купировать эти возможные угрозы. И такие ограничения на контент сейчас принимаются и в Европе, и в США, и уж тем более давно работают в Китае. У нас есть ограничения, они известны. Это пропаганда суицидов, это детская порнография, это пропаганда терроризма, распространение наркотиков и так далее. Это все функционирует, хотя на первом этапе, когда это только обсуждалось, вы помните наверняка, сколько было озабоченности на этот счет, сколько было опасений, что государство все перекроет, все запретит и так далее, как у Высоцкого, помните? Запретили даже воинский парад, скоро все к чертям собачьим запретят. Нет, не запретили. Вот. Все функционирует и функционирует нормально. Более того, многие считают, что этого недостаточно, надо еще жестче. Но вот такие чувствительные вещи мы как раз должны вместе с вами вырабатывать. Здесь государство не должно идти по пути, что оно лучше всех все знает и понимает. На мой взгляд, пока этих ограничений достаточно. А общий подход, на мой взгляд, он должен быть такой. Нельзя все, что запрещено в законе. И это нужно как-то аккуратно, цивилизованно и технологично отработать и в интернете. Вот и все. А все, что не запрещено, все можно. Заметим, прежде Гражданский кодекс тоже позволял гражданам требовать удаления порочащих их сведений и публикаций опровержений в интернете. Суд мог вынести соответствующее решение в пользу истца, однако закон не предусматривал возможности блокировки ресурсов в том случае, если нарушитель не удаляет информацию сам. Между тем, для других неправомерных материалов, например, экстремистских или пиратских, такая мера уже действует давно.